Ну вот, дорогие друзья, пришло время отснять видеоотзыв об этой лодке. Лодка называется аэролодка Торнадо Аэро. Вот. Отъездил я на этой лодочке с весны прошлого года. Очень немало, я вам скажу. Вот. Очень немало я на ней отъездил. Это весной только мы подъездили по охоте там и так далее, по рыбалке, в поисках рыбы. По льду, по перемешанному снегу с водой, который лодка идет отлично, потому что она именно на ПНД броне, полиэтилен низкого давления. Там я не знаю сколько миллиметров, 5 миллиметров может. Вот. Ну не очень толстый. Моя ПНДшка в нормальном состоянии. Вот. Что хочется сказать. Ну, во-первых, для каких-то, вот для частника я считаю, что вот такая лодка должна быть. Даже если ты владелец какой-то крупной базы, у которой есть мощные аэролодки, мне кажется, вот на такой лодке для поисковых каких-то работ мелкая аэролодка все равно нужна. Потому что, во-первых, она экономичнее. Вот. Но то, что она экономичная, отнюдь не говорит о том, что она слабая. Допустим, у меня вот Заншин стоит 35 лошадок. Этой мощности хватает ну где-то зимой, весной вот по снегу я больше полутонны веса точно толкала она. Больше полутонны. Килограмм 700 может. Вот. Летом где-то килограмм 500. Вот. По воде, по мелководью толкала. Это что касается вот грузоподъемности. Но и 30-сильные лифаны, которые вот двигателя. У меня бессtarтерная версия, есть со стартерами, короче. Вот, они тоже немало мощные. То есть мы практически одинаковый груз тащили. 5 лошадок там особо ничего не решает. Просто там надежнее, получается, есть ручной еще стартер. У меня только электростартер. Вот. Летом вот на таких горных речках различных, по мелководью, даже вот где не проходит водомет, вот эта лодка, она просто вот летит, можно сказать. Вот если мелкие камни есть где-то вот такие вот, то она спокойно по ним перелетает, в то время как водомет, конечно, вы там можете посадить. Вот. Мы сколько метров 200 проезжали на ней по камням. Представляете, камни в перемешку с водой. Там, конечно, водомет не пойдет, но вот такая лодочка вполне себе справляется. Вот. Для рыбалки. На мелких речках удобнее, конечно, поворачиваться и маневрировать вот такой лодкой, нежели огромной аэролодкой, которая не маневренная, которая чисто вот только сел от точки А до точки Б, поехал. Вот. Весел ничего нету у которой. А здесь, видите, вот есть весла, то есть я могу свободно гребсти. Вот. У меня лодка с фальшбортами. Я специально такую заказываю, потому что у меня бутера очень много, очень. Вот. Это вот что касается всех плюсов этой лодки. Двигатель я менял масло один раз. И это, представляете, с прошлого года я поменял в ней масло и поменял фильтр один раз. Вот, там почернело уже, пора было менять, и я поменял. Ничего сложного, да. Дальше. Двигатель особо вообще без никаких нареканий. Заншин вот этот вот китайский заводится с полпинка.
в любой мороз, как говорится. Зиму у меня стояло, 50 градусов мороза. И получается взял, ей-богу. Весной Александр ко мне приезжал, запускали его. Это щука. Пропадите пропадом, а? Мы его запустили с полпинка. Вот. В общем, надежный китайский двигатель. Что еще? Ну, простота, не знаю, вот я разговаривал с производителем, сейчас вот многие узлы, они уже по-другому все делают. Вот, ну, вот эта ручка, вот, это все как бы настраивается. Вот у меня сейчас разболтались там гайки, болты. И это все как бы подтягивается. Но рулить это никак не мешает, то есть рулишь все равно, вот, ловишь ветер и пошел. А лодка. Ну, это все, что касалось плюсов этой лодки, в общем. Лодка вообще нормальная, я считаю. Хорошая для частника. Приобретение стоит недорого. Вот. Отправляется любой транспортной компании, любую точку России, как понятно, да? Вот так, по грузоподъемности летом, допустим, 2 человека я садил, плюс брал бензин. Были моменты даже, где мы ездили вчетвером в этой лодке. То есть все зависит от габаритов сидящих пассажиров. То есть можно маленьких людей небольшого роста взять, ну, небольшого веса взять 4 даже, то есть 5 ехать. Вот. Если хорошие, плотные ребята, то тогда только 2. Вот. Из недостатков. Давайте перейдем к недостаткам, потому что есть в любой лодке недостатки. Вот. У любого изделия. Смотри, это не моя работа. Ну понятно, это они друг друга сами травмируют. Из недостатков это открытая рубка, конечно же, защиты нету, хотя есть такая ветровая защита спереди. Но она мешает обзору, как бы, и она была убрана впоследствии. Вот. Я заметил, что ну, ПВХ немножко, конечно, тонковатый. В некоторых местах хотелось бы, особенно подверженных воздействию, вот, хотелось бы чуть потолще ПВХ. Но это утяжеление лодки получается. А так, в принципе, в целом, если специально что-то самому там не глупить, то ПВХ будет держаться. Вот. Я клеил несколько раз ПВХ этот. Там уже моя вина была, в общем. Вот. Что еще? Ну, рама тонковатая, но сейчас я не знаю, они стали как-то по-другому, наверное, эту раму делать. Просто он сказал, производитель, что они сейчас все переделали, учитывая недостатки, которые были выявлены в ходе нескольких лет, короче, постоянно лодка дорабатывалась и так далее. И поэтому вот. Что еще из минусов? Я больше особо-то еще минусов-то и не вижу. Вот. Ну, наверное, все тогда уж что. Вот такой, короче, обзор. Друзья, если кому интересно приобрести лодку, то подавайте заявку. Можно напрямую у производителя, можно на моем сайте. Если на моем сайте подадите заявку, то вы тем самым поддержите меня, мой канал. Вот. У меня цена без надбавки, такая же, как у производителя. То есть без разницы, что у меня, что у производителя одна цена. И гарантия будет одна, понимаете? Вот. Потому что сам производитель у меня размещается. Так что вот так вот. Ну и всем хорошего настроения, друзья. Всем спасибо за обзор. Спасибо, что поделились. Всем пока. Здравствуйте, дорогие друзья.
Хочу сделать небольшое объявление. Теперь вы можете посмотреть мои фильмы в моих сообществах ВКонтакте в Клевая Рыбалка и Клевая Рыбалка Лайв на день или на 2 раньше. Смотрите, пишите комментарии, ставьте лайки. Приятного просмотра.